С момента осино-ингурских событий прошло уже 25 лет. Ханифе Буружевой на тот момент было 30. Она потеряла отца и троих братьев, 4 человека из одной семьи. И это не считая двоюродных. Женщина работает в комитете по без вести пропавшим. Каждый день Ханифа приходит сюда и чистит памятники над пустыми могилами членов своей семьи, которые до сих пор остаются в списках без вести пропавших. По указанию главы, за что мы ему очень благодарны, я имею в виду родных без вести пропавших, вот этот мемориал построен. И вот масштаб всей этой трагедии виден, когда вот сюда заходишь. Если говорить, я не разделяю этих людей это все, эти люди нам за эти годы стали все родные. Пустые могильники символизируют неумирающую надежду людей, которые сегодня ищут своих родственников. Каждый верит, что когда-нибудь пропавшие в 92-м найдутся, хотя бы места их захоронений. Мечта отчаявшихся родственников просто помолиться за родных, стоя у настоящей могилы. 6 мужчин за один день – это очень страшно. И то же самое, это касается, такая трагедия постигла, такая участь постигла многих семей. Цуровы, Аушевы, Бозыртановы, по 10, по 12, по 15 человек. И вот эти наши могилы построены с тем расчетом, если кости обнаружат, чтобы эти могилы были уже как бы заполнены, чтобы мы могли прийти в пятничный день, в день Джума намаза, почитать дуа, отдать им вот эту дань памяти, уважения. Мы даже на это пока не имеем возможности. Будем надеяться, что вот в свете последних событий документы наши переданы и в СПЧ при Путине. И наш глава Юнусбек Мандельевич Евкуров, он очень заинтересован в том, чтобы вот эта история, вот эта трагедия разрешилась. Дауд Аушев не спеша обходит пустые могилы всех, кого лишился в 92-м. Из их семьи в один день пропало 9 человек. Без вести пропавшие. Эти слова, по мнению мужчины, таят в себе большую надежду на то, что кто-то из родных может быть найден живым. Но тот факт, что прошло уже 25 лет без новостей о братьях, разбивает все иллюзии. جرد حمل طمع يقي بقى بات صار شيء ديزل صار وريت بريت سق ولا شحال يحكي وتبقى سجد شدو أخي دالي تاوهن يا تخ ويشي كانكي يا أسمان يا ربشي أرمي تبين أسمان كانك بقى ودين دي كانك أرمي تبين كير دات شكل درجة إيش تداوقا يا ربنا ويشي نشي واقع وش دالي تاوقا داوش خان تاه سوالش سنتاه تاه واقع إيش تبي أقرون أس. В республике уделяется большое внимание этому вопросу. Комитет по поиску без вести пропавших работает с самых первых дней окончания событий 92-го. В результате поисковых мероприятий были найдены останки 20 человек, 9 из них опознаны. Один из них был осетинской национальности. Его останки были сразу же переданы родным, так как ингуши лучше других понимают, каково это не знать, что стало с близким человеком. Были приглашены с Ростова, с 16-й лаборатории, ныне 111-й военной лаборатории. Оплатила республика, была проведена ДНК-экспертиза, проведена эксгумация вот этих 20 неопознанных тел. Глава региона Юнусбек Евкуров со своей стороны оказывает колоссальную поддержку комитету по поиску пропавших. Мемориальное кладбище является тому подтверждением. Как отметил руководитель комитета Аюб Цуров, с помощью властей им наконец-то удалось установить полную базу данных ДНК всех родственников пропавших и внести их в общероссийскую базу. На любой части территории Российской Федерации неопознанных трупов проводится ДНК-экспертиза и сравнение. И поэтому можно сказать, в этом плане у нас работа продвинулась намного вперед. Это тоже при помощи руководства и при помощи центра тоже сделано в последние дни. Более-менее стали внимание обращать на эту проблему. Нам удалось, сейчас мы первые две партии уже выдать всем родственникам, которые сдали кровь на ДНК экспертизу, выдать
генетические паспорта. Родственникам без вести пропавших тоже уделяется должное внимание. Их периодически отправляют на лечение в различные здравницы страны. Наш регион является одним из немногих в России, который 30 августа отмечает Всемирный день без вести пропавших. По мнению руководства комитета, страницы в истории нашего народа с памятным заголовком «Осень 92-го» могут быть закрыты лишь в том случае, когда последний человек будет найден и похоронен на родной земле. Индира Манкиева, Мейрбек Миржоев. Новости 24.